Проверь себя на эту ошибку. Большую часть жизни я слушал только себя, и моей задачей было вбить свою точку зрения в голову собеседника, во что бы то ни стало. И я практически не слушал оппонента. Затем я узнал о формуле коммуникации. Сначала понять, а затем быть понятым. Это означает, что все усилия вначале ты прилагаешь на то, чтобы максимально развернуто понять, что он тебе хочет сказать. Так, чтобы ты мог ему объяснить это уж точно не хуже, чем он сам. Но что делать, если хочется сразу ответить грубо и резко? Тогда вначале я отслеживаю этот первый импульс внутри себя, но не следую ему, а жду некоторое время и работаю с самим импульсом. Под пристальным лучом осознанности происходит трансформация вот этой прошлой инерции, а только затем уже я отвечаю человеку, вникнув в его проблему. Так вот, коммуникация становится уроком тогда, и нет разницы, вас хвалят или гнобят. Все становится топливом для духовной практики. Так а почему все правы? Здесь все очень просто. Любое высказывание – это точка зрения, перспектива, ракурс, но не абсолют. Намасте.